Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане пройдет неделя российского кино и анимации. Туркменистан нарастил экспорт природного газа в КНР. Туркменские предприниматели посетят международную выставку в Турции и другие новости. Неделя российского кино и анимации пройдет в Ашхабаде с 9 по 14 июня. Показы пройдут на двух площадках – в кинотеатрах Ашхабад и Беркарар. В программе новые анимационные фильмы и киноленты российских кинематографистов. Среди них «Чебурашка», «Волшебник» и другие. Также 11 июня планируется проведение концерта, приуроченного к празднованию Дня России. В марте 2023 года Туркменистан поставил в КНР примерно около 3 миллиардов кубометров природного газа, серьезно нарастив объемы экспорта по этому направлению. Объем поставок туркменского газа в Китай в первый месяц весны был на 28% больше, чем за тот же период 2022 года. В настоящий момент страна поставляет газ в КНР через 3 магистрали, идущие через Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. В феврале прошлого года Туркменистан согласовал с Китаем строительство 4-й линии газопровода. Предполагается, что после запуска ветки объем ежегодных поставок газа из Туркменистана в КНР вырастет до 65 миллиардов кубических метров. Представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана примут участие в международной выставке Food Istanbul Expo 2023 в Турции. Крупнейший многопрофильный смотр пищевой промышленности пройдет с 12 по 14 июля. Экспонентами выставки станут представители отрасли из десятков стран, в том числе Туркменистана. Французский институт в Ашхабаде объявил о старте интенсивной летней сессии изучения французского языка. Июльские занятия начинаются с 10 июля и будут длиться до 6 августа. Августовские занятия начинаются с 7 августа и будут длиться до 3 сентября. Организованно провести жатву пшеницы распорядился в понедельник президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего видеосовещания с главами регионов. Заслушав отчеты хакимов вилаятов, глава государства отметил, что сейчас в сельском хозяйстве наступила ответственная пора. Отдельные указания касались организации на высоком уровне мероприятий, приуроченных к отмечаемому 12 июня Дню науки. Казахстанский фермер Александр разводит лошадей, которые бывают только в сказках, белые с голубыми глазами. Созданию необычной масти он посвятил 23 года, и работа по селекции еще продолжается. Выводить белых лошадей фермер начал с обычных гнедых. Спустя 4 года скрещивания родился первый белоснежный жеребенок. Сейчас это уже каждая третья лошадь. Цвет они не меняют на протяжении всей жизни. Сейчас белых лошадей 200, а через 5 лет фермер планирует полностью осветлить поголовье и довести до 500. Во Франции прошел уличный диктант, который будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый в мире. Мероприятие состоялось на Елисейских полях и собрало больше 5000 участников. Диктант писался в 3 этапа. В первом одновременно участвовали 1397 человек. Председатель комитета Елисейских полей и организатор большого диктанта Марк-Антуан Жаме рассказал, что для проведения акции на Елисейских полях было установлено 1779 пар и перекрыто движение автомобилей с 7 утра до 11 вечера. Теннисисты сборной Туркменистана взяли верх над командой Афганистана во втором туре первенства Центральной Азии среди юношей и девушек не старше 12 лет. В первой встрече, которая прошла в одиночном разряде, Сулейман Худайбердиев одержал победу над Музамилом Аюби 6-0, 6-0. После чего сборная Афганистана отказалась продолжить встречу, за что им справедливо было зачтено поражение. Таким образом, итоговый результат противостояния Туркменистан-Афганистан стал 3-0. Напомним, соперниками команды Туркменистана на турнире в Ашхабаде являются сборные Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Мужскую сборную Туркменистана на первенстве Центральной Азии возглавляет первая ракетка страны Юрий Рагузский. Сегодня 3 матчами в Ашхабаде стартует розыгрыш Кубка Федерации футбола Туркменистана 2023 года, который завершится 14 июня. В первом туре Алтын-Асыр сыграет с Ахалом, Ашхабад с Мервом, а Шагадам с Энергетиком. В турнире принимают участие 6 команд представителей высшей лиги. Матчи пройдут по круговой системе в один круг. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков. Сенат Олей-Маджлиса Республики Узбекистан одобрил закон, освобождающий футбольные клубы страны от налогов до 2026 года. Налоговая льгота будет действовать 3 года с 1 января 2023 по 1 января 2026 года.
и распространяться на Ассоциацию футбола Узбекистана. Ее территориальное подразделение – Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига Узбекистана» и Центр футбольных судей. Помимо этого, сенаторы одобрили отмену НДС для зарубежного спортивного инвентаря и оборудования. По мнению законодателей, данные поправки в налоговом кодексе Узбекистана положительно скажутся на работе футбольных клубов, тренировках сборных команд и на проведении крупных футбольных мероприятий в стране. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.